второе – присвоение, освоение. И третье значение – это собственное, подлинное. Вот эти три основные значения, они передаются немецким словом «регнис». И Хайдеггер говорит, что надо бы оставить «регнис» в переводе на другие языки, это немецкое слово. Бытие как событие. Теперь Хайдеггер не отказывается от того понимания бытия, которое дано в его великом произведении «Бытие и время», но тем не менее постоянно здесь подчеркивает недостатки или недоработки, скажем так, той работы. Подчеркивает, там неясно выражено, там не до конца я раскрыл вот смысл того или иного понятия, той или иной проблемы и так далее. Как бы идет постоянная критика, самокритика Хайдеггера. Дело в том, что вот, если согласиться с Хайдеггером, если мы примем с Сократа до Ницше как эпоха метафизики, то тут мышление, понимание идет от сущего к бытию. А в другом начале от бытия к сущему. И это очень важно, вот, онтологическое различие, онтологический дифференс, различать сущее и бытие. Сущее и бытие не одно и то же. Вот иногда, когда мои студенты, не только университета Манас, но и другие студенты, говорят, вот, что такое бытие? Бытие – это все то, что есть в мире. Ну, я думаю, значит, они читают старые учебники Диамата, или преподаватели по-старому вот объясняют, что это такое. Дело в том, что главное понимать, в чем проблема бытия, почему этот вопрос возникает. Когда есть такие понятия, как сущее, вещь, мир, реальность и так далее, почему еще нам другое понятие, другой концепт бытие? Бытие. Вот это очень главное. И Хайдеггер, что он утверждает? Бытие и время – это не просто название произведения, это определенное понимание бытия. Определенное понимание бытия. То есть бытие – это горизонт понимания всякого бытия. Время. Время есть горизонт понимания бытия. Время у Канта – это априорная форма чувственности, субъективный конструкт, как подчеркнул Нуркерим Кулович. Но Хайдеггер говорит, время – это объективное, это бытийное, время как бытие. Поэтому, если в рамках метафизики вот связка бытие и мышление, то новое понимание – это бытие и время. Бытие и время. То есть еще раз подчеркиваю, что это не просто такое название, а это концепт, это концепция, это определенная интерпретация бытия. Бытие как время. И следующий шаг – это бытие как событие. Событие. Потому что русские переводчики не случайно перевели событие. Событие – это то, что случилось, то, что имеет место, то, что свершилось. Событие – это такая интенсивная точка в течение обычного процесса жизни. Мы же говорим, что это событие. Вот сегодня идет семинар, это
событие, да. Или война, социальное событие и так далее. И это есть. Но в то же время мы должны помнить, что событие рейгнис – это освоение, присвоение, потому что бытие понимается как освоение вот бытия. Вот бытия. Другая особенность этого произведения, тут есть склады, фуги. Кто имеет музыкальное образование или интерес к музыке, знают, что есть такое понятие фуга, да? Многоголосие, полифония. И здесь 6 складов – это отзвук, подача, это прыжок, основывание, грядущее и последний бог. Последний бог. И как раз, можно сказать, условно состоит из 6 разделов, и в каждом разделе повторяются понятия бытие, время, бытие, вот бытие, сущность человека и так далее. И каждый раз как бы раскрывается новая сторона, новые какие-то проблемы обсуждаемого вопроса. Это необычная книга, необычное произведение, во многом отличается от бытия времени Хайдеггера, самого Хайдеггера. И, не знаю, в 20 веке нет такого произведения. Нет такого произведения. Ну, Арген на меня смотрит. Вообще, если есть интерес, если есть заинтересованность в этом, мы могли бы отдельно обсуждать это произведение. В целом это необычная работа, во-первых. Во-вторых, насчет ранга Хайдеггера мы вот говорили. Нур Керимкулович сказал, ну, он среди других. А я говорю, он единственный. Да? Это дело вкуса, можно по-разному оценивать там, вклад Хайдеггера. Тем не менее, мы должны знать Хайдеггера, хотя бы потому, что онтологическое развлечение сущего и бытия – это элементарное требование к философскому мышлению. Если мы не знаем этого развлечения, что сущее и бытие – это разные вещи, вряд ли можно говорить о понимании философии, о сути философии, о философском мышлении. Это элементарное требование, как 2 × 2 = 4 в математике. И последнее, кыргызча бирок сөз, кыргызча событияны окуя деп которгондо ого бетер кандайдыр бир мындай көп түшүнүүгө көп проблема жаратат экен. Анан кийин болмуш, мына Нур Керимкулович болмуш деп атат. Менин студенттерим билет, болум дейбиз биз. Болум. Себеби болмуш дегенде ыйламыш, күлүмүш деген сөздөргө окшош болот да. Бытиенин мааниси өзү чындыкты көргөзүү. Как на самом деле. Ыйламыш, күлүмүш дегендер бул наоборот, мындай делать вид. Ошондуктан болмуш дегенден качып, болум деп которуп ошентип жүрөбүз. Но биздин көп кыргызча чыккан адабиятта, справочниктерде, сөздүктөрдө болмуш болуп калган, аны да колдонсо болот менимче. Бирок менин студенттерим болум деп көнүп калышты. Мерим повестинде дагы болум деген
түшүнүктү колдонуп тур. Мен көрүп таң калып калдым. Ну вообще улуу жазуучулар, мен азыр айтматовду кайра окуп атам, «И дольше века длится день». Анан кийин Юхан Борген деген Норвегиянын улуу жазуучусу бар, ошонун романын окуп атам. Ошондо бытие дегенди башка түшүнүктөр менен бирге катар существование, жизнь. Бытие дегенди уурду менен колдонушат да. Уурду менен. Когда речь идет действительно о проблеме бытия. Бытие. Вот жазуучулар, акындар абдан чувствительны они к этому понятию. И тем более философтор биз бул түшүнүктү мындай уурду менен колдонуп, эң негизгиси түшүнүшүбүз керек биз. Эмне үчүн керек бизге болум деген түшүнүк? Эгерде нерсе деген түшүнүк турса, дүйнө деген түшүнүк турса, башка толуп аткан түшүнүктөр турса, эмне үчүн болум, ал каяктан чыкты, эмне үчүн ушул проблемага айланды, жана аны биз кандай түшүнүшүбүз керек? Да, вопрос. Я бы похож, смотрите, вот вы говорите, я не знаю, я не читала эту книгу, как событие. Все-таки это coexistence, то есть событие. Нет. Или событие. Нет, событие это. Если событие, это связанное бытие, время в прошлом. А Эдуард Киркорович правильно говорит, это бытие и время будущего в том числе. А если событие, это бытие связано со временем прошлого, а событие, то есть событие, это неважно даже время и бытие в прошлом, настоящем, будущем. Поэтому, мне кажется, все-таки не событие, а событие. Потому что событие, оно однозначно относится к прошлому. Нет, совершенно нет, потому что событие, как совместное бытие, это совершенно другое. Именно. И французский философ Нанси... Бытие, время, как вот некую взаимосвязанность. Ну, может присутствует такой смысловой нюанс, но это другое. И вот Нанси, он как раз вот рассматривает совместное бытие, это другое, да? И время. Вот посмотрите, у Хайдеггера время совершенно имеет другое понятие. Для него нет прошлого, настоящего, будущего. Он считает, что это повседневное понимание. Когда считается, что время состоит из трех блоков, из прошлое, настоящее, будущее, это обыденное понимание. А время в онтологии это совершенно другое. Это бытие. Бытие как время. Поэтому время рассматривается как горизонт понимания бытия. Еще вопросы есть? В конце будет, наверное, организатор. В конце будет вопрос. Или сейчас можно задавать? Лучше в конце. Если да, организационные вопросы, то давайте потом, а если сущностно, то давайте сейчас. Анда Джамиловна, да. Дополнить можно, да? Уважаемые присутствующие коллеги, конечно, философия Хайдеггера идет в основном об интерпретации, об онтологии. На мой взгляд, в хайдеггеровских философских системах отсутствует в большинстве случаев гносеологический подход. То есть, как познать человека, как понимать общество. А если посмотреть произведение Хайдеггера «Бытие и время», там только интерпретация. Зорге, что это такое? Бытие, что это такое? Зайн, что такое? Так, дизайн, что это такое? Проект, что это такое? То есть, на мой взгляд, как другие поддерживают, не знаю, но хайдеггеровский философии познавательный подход мало. Но он и был против этого. Вот видите? Ну, почему против этого был? Почему? Потому что
самой историчности времени, само событие 20-го года по 45-й год Хайдеггера заставляло пересмотреть все происходящие, уходящие, то есть прошедшие времени. Он же пишет в книге, что прошедшее время – это опустошение, это разрушение человека. А самое главное, пишет, что дизайн, то есть тут или присутствие, самое главное для человека – это проекты жизни, проекты понимания. Но он не объясняет, что представляет собой проект. Как познать проект? Так что я поддерживаю.